Мы с вами начали говорить о том, что такое философия истории и какими концептами она занимается, и обратили внимание на то, что изначально существует не одно и не два, а более десятка определений и подходов к определению, что такое история. Мы с вами сегодня поработаем еще в рамках нарративистского подхода к истории, достаточно современный, актуальный подход. Я вот неоднократно ссылалась на этого автора, сегодня принесла книжку показать, вы имеете такое дело на русском языке. И то, о чем сегодня мы будем говорить, это становление, собственно, вот этой нарративистского подхода к интерпретации истории и какую альтернативу традиционной версии истории, сcientистскому, позитивистскому подходу к истории она предлагает. И основные понятия, с которыми мы будем сегодня работать, это понятие исторического опыта, понятие ностальгии, понятие метафоры. Ну и, собственно, если что-то будет еще всплывать по ходу, я буду обозначать именно сами концепты. Согласно этому подходу, по-моему, в прошлый раз я об этом тоже уже начинал немного говорить, история возникает тогда, когда возникает первая серьезная, очевидная травма. Травма связанная с осознанием того, что определенная часть жизни для индивида оказывается закрытой, когда появляется прошлое в романтическом понимании этого самого прошлого. То есть речь идет о окончании проекта просвещения и о начале романтизма. Романтизм, как вы знаете, тоже неоднозначно, естественно, трактуется, он и по сферам, по жанрам разделяется. Нас интересует, в первую очередь, естественно, философская подоплека этого вопроса. Итак, чем же интересен в этом смысле романтизм? Мы знаем, что просвещение исходит из идеи того, что может быть выстроено справедливое общество, причем это справедливое общество может быть реализовано на земле, то есть в современности. Идея справедливого общества совершенно не нова, и она была, в общем-то, характерна и для средневековья, для средневекового мышления. Другое дело, что это самое справедливое общество мыслилось как вненаходимое, как то, что принципиально не может быть организовано в этой земной юдоле. Да? Поэтому Средневековье, в общем-то, не особенно интересовалось горизонтальными связями, то есть связями между индивидом, ну и тем самым, что образует общество. Средневековье весь свой пафос направило на отношения вертикальные между человеком и Богом. Да? А вот именно просвещению мы обязаны созданием самого концепта общества и основными, первыми и довольно влиятельными концепциями общества. Я думаю, вы помните, что там утопические проекты справедливого общества, это как раз именно в просвещении было создано. Но одна из главных идей, из которых исходило просвещение, что нет принципиального базового, неустранимого конфликта между индивидом и обществом. То есть даже если индивид есть некий эгоист, это эгоист разумный, который в конце концов в состоянии понять, прийти к мысли, что общество так или иначе может работать ему во благо. Этому посвящен огромный корпус литературы, и, соответственно, там это можно почитать. Во многом поэтому такая была очень мощная реакция интеллектуалов на творчество маркиза де Сада. Весьма известная фигура, тоже жил и работал, творил в эпоху просвещения. Вот он как раз-таки, почему во многом ему уделялось такое внимание? Потому что он показывает в своих размышлениях, что есть какая-то тотальная неустранимость, отчужденность между человеком и обществом. То есть человек принципиально может игнорировать вот свою разумную составляющую. Да? И что конфликт между моими желаниями и обществом, которое ограничивает эти желания, он неистребим. И в этом смысле где-то романтизм наследует этой мысли. И романтизм, как вы помните, ставит фигуру
творца, художника, артиста, мятежника и бунтаря как бы в центр своих размышлений. То есть индивид есть нечто такое уникальное, что никогда не находит своей реализации в обществе. Более того, практически всегда налицо конфликт между человеком и обществом. И этот конфликт неистребим. Более того, именно в этом конфликте и оформляется идентичность. Но за счет чего? То есть если идентичность не оформляется в обществе, за счет чего происходит? То есть, с одной стороны, есть вот этот вот вектор противостояния, но с чем себя в позитивном плане? За счет чего конструируется эта идентичность? За счет обращения к прошлому и к корням. А прошлое становится, как я уже говорила, поскольку в силу целого ряда, то, что называется, социально-исторических причин, то есть смены образа жизни, смены формации и так далее, общество становится как бы несколько закрытым и отделенным. Не случайно одна из главных тем, мотивов творчества романтиков – это тоска по прошлому, по определенному укладу жизни, вот еще недавнему. То, что раньше называлось добуржуазным. Да? И, если посмотреть английский романтизм, озерная школа, Кольдридж, они все как один, тяга, та самая пастораль, да? Английская, спокойная такая жизнь, и противопоставляется современному, на тот момент, современному промышленному обществу. Причем, опять же, именно обществу. И именно через вот это соотнесение с прошлым, которое, с одной стороны, выглядит как абсолютная загадка и отчужденность, то есть прошлое, которое уже никогда не может быть дано нам здесь и сейчас, да? И в то же время прошлое есть какой-то мистический исток моей идентичности. Не случайно к прошлому, к мифу и так далее обращается целый ряд немецких романтиков, да, от Шлегеля до братьев Гримм. И в центр романтических исканий в области истории и всей позднейшей традиции нарративистской, которая отсюда затем вытекает, ставится понятие исторического опыта. С историческим опытом все очень и очень непросто. По сути дела, эту проблему описал еще Навалис, немецкий поэт-романтик, я его уже несколько раз упоминала, когда говорит, что, если так упростить его цитату, то есть не по мотивам цитаты Навалиса, да, что историк, по сути дела, организует исторические сущности из данных прошлого посредством эмпатии. И вот здесь два важных момента. Это первое, что историк организует прошлое, заметьте, не обнаруживает, не открывает, не передает, а именно организует исторические сущности. И второе, посредством эмпатии. В вопросе, что касается эмпатии, здесь сразу кроется одна очень серьезная такая проблема и серьезный вопрос. Это вопрос об интерсубъективности исторического опыта и вообще вопрос о интерсубъективности истории. Каким образом может быть передано историческое знание, исторический опыт? Если посредством эмпатии, как этому можно, во-первых, как этому можно научить, как это можно передать, и самое главное, как можно верифицировать этот самый исторический опыт. То есть здесь сразу возникает серьезный диссонанс между такой интерпретацией истории исторического опыта и традиционным, складывающимся, точнее, на тот момент, научным пониманием истории. И вот это крайне серьезный вопрос, потому что история как наука тогда, как именно в этот период, во вторая половина XIX века и оформляется. Что касается исторического опыта, здесь тоже есть целый ряд определенных проблем. Дело в том, что прошлое никогда не является предметом опыта, в чистом смысле этого слова. Прошлое – это то, что уже было и завершилось. То есть мы всегда имеем дело с настоящим, с переживанием настоящего, а не переживанием прошлого. Тогда чем является исторический опыт? Что в нем, собственно, исторического, в этом самом переживании? То есть, по сути дела, историк основывается
если брать исторический опыт, на опыте восприятия того, что прошлое нам оставило. То есть речь идет об источниках, а не о самом прошлом как таковом. А эти источники, опять же, это то, что мы организуем посредством эмпатии. И тогда снова встает вопрос о том, что тогда, по сути дела, является историей в дисциплинарном смысле этого слова. И в таком случае, собственно, исторический опыт искажает восприятие прошлого, потому что мы уже настроены на восприятие исторического опыта. То есть мы уже ждем от него сообщения, какого-то там предания прошлого. Тогда встает, естественно, вопрос, если мы воспроизводим, точнее, если опыт дан, исторический опыт дан как состояние переживания историка, тогда нужно по максимуму, если мы хотим добиться объективности, да, то тогда наша задача максимально элиминировать саму субъективность историка. Если мы вспомним рамки создателя, в общем-то, исторического метода, исторической школы, то он говорит, что задача не судить прошлое, не извлекать из него уроки для будущего, но лишь показать, каким оно было на самом деле. А это требует от нас, то есть отвлечемся на секундочку от этого на самом деле, как от истинного, да, это такой очень сложный момент. Я бы сказала, что рамки достаточно упростили с вот этим моментом на самом деле. Даже в этой цитате видно, что все не все так просто, но вот этот момент, связанный с попыткой элиминировать вот эту субъективность, очень-очень интересно. Сейчас я на нем немножко подробнее остановлюсь. Что, собственно, гарантирует нам наше знание? Мы сейчас с вами находимся в XIX веке. Это время, когда идет бурное оформление наук, и в том числе и то, что сейчас принято называть социогуманитарными науками. Так вот, для когнитивного знания принципиальным является понятие субъекта. Кант в своей критике чистого разума показывает, ну и за ним вся последующая традиция, проще на нем остановиться, показывает, как и за счет чего возможно наше знание. В силу того, что мы, люди, являемся трансцендентальным субъектом. То есть наши когнитивные познавательные способности таким образом организуют окружающую действительность, организуют наше восприятие окружающей действительности, что она является универсальным для всех нас. То есть вопрос не в том, что мы видим мир правильно, об этом нельзя говорить. Вопрос в том, что мы в силу наличия определенных когнитивных структур видим мир одинаково. И в этом смысле наше видение мира всегда субъективно, поскольку зависит от нас как от субъекта. Грубо говоря, там собаки или инопланетяне видят по-другому. Но в то же время оно объективно для всего человеческого рода, потому что все мы видим в принципе одинаково. И вот эта вот фигура трансцендентального субъекта позволяет выстроить вообще в принципе научное знание. То есть поскольку у нас появляется какая-то определенная точка отсчета, она теперь просто кроется не в реальности, а в нашей субъективности. И когда Ранке говорит, что мы должны нечто показать, как это было на самом деле, не безотносительно каких-либо оценок или извлечения уроков на будущее, он, в общем-то, поднимает этот же вопрос о наличии трансцендентального субъекта в истории. Да? То есть, является ли историк, тот, кто изучает прошлое, такой фигурой, которая обладает определенными, пусть усвоенными в процессе обучения, но вообще обладаем ли мы такой способностью, которая позволит элиминировать, вот как сделал Кант, да, то есть мы убираем весь этот психологические всевозможные пласты, то есть мы помним, что Кант принципиально антипсихологичен, да, он много прописывает, что это не психологические состояния, а трансцендентальная структура. Так вот, есть ли у нас нечто, что может гарантировать универсальность этого самого исторического опыта? Ведь только способность выносить общее суждение делала в таком случае историю наукой. И вот вокруг этого момента очень много копий, собственно, ломается и на сегодняшний день.
И когда как бы историческая школа, которая вроде как пыталась показать, что как бы все должно привязываться к конкретной ситуации, что ситуация познания уникальна и так далее, на самом деле они пытались проработать вот это понятие трансцендентального субъекта, переработать в понятие трансцендентального исторического субъекта. То есть они даже дальше в этом смысле, чем Кант, пошли и пытались как бы провести вот трансцендентальный субъект через все вот эти исторические бурные воды. И уже на базе этого самого трансцендентального исторического субъекта выстроить историю как науку. Почему это было так важно? Ну, если оставить такие чисто вопросы престижа, ну, когда идет, в общем, когда делят очередную область исследования, ну, понятно, есть определенные там конъюнктурные моменты. Но это была принципиальная задача и для науки. Как мы помним, наука тогда, ну, в общем, на сегодняшний день претендует на способность объяснить все. То есть наука, мы знаем, не отвечает на вопрос почему, но на вопрос, как устроено то или иное, наука отвечает. И, соответственно, если вдруг у нас выпадает из науки целая область, причем весьма значимая, способная объяснить весь наш прошлый опыт на основаниях универсальных, это ставит под вопрос притязания науки. Поэтому к истории был такой серьезный повышенный интерес. То есть если мы посмотрим там, становление социологии, становление культурологии, становление истории, там всегда есть дискуссия о методе. В самом-самом начале. Какие методы использовать? Методы, которые равнялись бы на естественно-научные дисциплины, и, соответственно, с позиции как бы всеобщего суждения подходили к новой дисциплине, да, к определенной области исследований. Или все-таки здесь более важным применительно к той или иной дисциплине является уникальность события. Но и то же самое очень много, точнее, было сказано и об истории, что, в общем-то, понятие, допустим, революция, оно для истории, ну, мало пользы приносит, потому что они как раз в различиях всех там революций как раз и кроется суть как раз этого отдельного исторического явления и события. И именно вот против этой универсалистской трактовки истории, против этих всеобщих понятий, которые так или иначе функционируют, работают в исторической науке, и направлен основной пафос нортиевского подхода к истории. Опять же, повторюсь, что я не готова назвать его самым распрекрасным или самым лучшим, но это довольно неплохой метод, неплохой подход, в рамках которого хорошо показаны проблемы как бы сциентистского подхода к истории. Ну, того вот, в общем-то, традиционного, языком которого пишутся там учебники, осуществляется госпропаганда и так далее, и так далее. Где же и, собственно, в чем заключается... поскольку тут возникла у меня пауза, какие-то вопросы по этой части, сомнения, противоречия? Есть да, пожалуйста. Вопрос. Считается ли это нарративный подход к изучению истории чисто профессионально для историков? Поскольку вот есть книги описания истории, мы знаем, такая есть книга «Трагедия и надежда», если слышали. Не знаю. Ну вот ее даже как в свое время запретили печатать в Европе и в США, и в протяжении там 30 лет, по-моему, даже до сих пор ее не издали. Там что-то очень похожее, вот именно то, что мы сейчас. И похожий метод. И там даже не историк написал, сейчас точно не вспомню фамилию его, но суть в том, что он, по-моему, даже философ по образованию человек. Так вот, вопрос в связи с этим я уже изначально задал. Является ли нарративный подход в изучении истории как с позиции историков профессионально? Знаете, я бы сказала так, что он вообще не чисто исторический, это скорее подход с позиции философии истории.
То есть я абсолютно уверена, то есть в данном случае как бы придавлю экспертным знаниям, что, ну, скорее всего, большее число преподавателей ИСТФАКа БГУ не знают, что есть такой автор. То есть это я, опять же, не ставлю совершенно под сомнение их профессионализм. И не знаю, что такое нарратив. И да, и не знаю, что это нарратив. Это проблема как бы не сколько историков, это может быть проблема в первую очередь даже и философов. То есть мы сейчас говорим скорее о каких-то методологических проблемах, да, о подходах. Это самый ну, как бы непрокачанный момент в нашем историческом образовании. Чья это вина, это большой вопрос на самом деле. Ну, есть области, которые были поражены марксизмом и ленинизмом в не меньшей степени, даже социология, но которые, в общем-то, или там языкознание, которые неплохо сумели выбраться. Ну, как бы... С социологией согласен, но только после развала. Нет, я про сегодняшний день говорю. Что есть целые дисциплины, которые тоже, в общем-то, в совершенно известной традиции работали, но сумели ее как-то преодолеть. Ну, и в данном случае говорить, что это все мы такие умные, а историки такие глупые, я тоже не собираюсь. Чтобы разобраться. Да. Очень серьезная методология разная. Да, то есть у нас работают совершенно в другой методологии. Вот главная беда, на мой взгляд, что как бы не сильно интересуются другим. Но тут еще такой момент, понимаете, в рамках каждой методологии можно решить определенный круг проблем. И, в общем-то, та методология, которая на сегодняшний день используется нашими историками, видимо, она позволяет решать им те задачи, которые они перед собой ставят. А это уже вопрос ко всем остальным, то есть там, к обществу, к философам и так далее, что мы не задаем такие вопросы, которые как бы они не могут решить в рамках своей методологии. Так у нас с вами в перспективе намечается очень интересная лекция. Я предвкушаю. Напросились, получается, на комплимент Илюкевичу, да? Я хочу пару слов дополнения сказать. Значит, ну, прежде всего, как возникает романтизм. После крушения Наполеоновской империи начинается ревизия французской революции и идеалов просвещения. Вообще идеалы просвещения оказались заложенными в сам фундамент европейской цивилизации с их, значит, апологией прав человека, разумного устройства общества и так далее. После крушения Наполеоновской империи возникает в Европе Священный Союз. Значит, начинается жесткая цензура и так далее и тому подобное. На этом фоне историческом, значит, поскольку многие моменты, так сказать, французской революции оказались буквально провальными с ее террором и так далее, начинается, значит, консервативная волна, причем традиционалистский консерватизм. Это Бёрк, значит, Шатобриан, Жозеф де Местер. Они, значит, пропагандируя консерватизм, причем в его такой очень жесткой форме, научная инквизиция. Да, они фактически пропагандируют и романтизм. Они являлись своего рода зачинателями романтизма. Вот. Они начинают идеализировать не общество разума, а прошлое, традиции, средневековье и так далее и тому подобное. Вот. Значит, романтическая волна, она была в какой-то мере выражением растерянности человека перед неустройством общества. И в то же время, значит, выводила на арену истории сильные личности, причем она анализировала историю или подавала историю как борьбу, именно борьбу людей благородных и людей низменных, имеющих только такие идеалы, буржуазные, собственно говоря, деньги, богатство, власть и так далее и тому подобное. Вот это очень важные моменты. И очень типичным представителем романтической истории был Карлейн, англичанин. Вот. Он написал книгу о французской революции. При этом он показал, значит, он восхищался
значит, патриотизмом французов, значит, энтузиазмом народа, который... А с другой стороны, он показывал ужасы террора и так далее, ужасался. Вот. То есть он выражал определенные эмоции. Да, я заканчиваю. И вот, значит, что в этом во всем очень важно. Важно то, что он, значит, показывал вот это благородство людей из народа, он не видел связи вот этого давления плебса, которое привело к этому террору, к этим всем. То есть он был, значит, эмоции заслонили для него реальность фактически. И он не объяснял историю. Он только восхищался или негодовал. Вот это очень важно с точки зрения. И нарративизм в истории тоже своего рода, значит, это методология, которая ищет в исторических сочинениях, в исторических работах вот этот момент художественный. Вот. Но, конечно, романтизм имел огромные заслуги. Возникает исторический роман, начинается огромный интерес по отношению к истории. Да, люди очень много читают исторических романтизмом да, и нарративным методом. Нет, я мостик провел такой, очень шаткий, но все-таки... Очень шаткий. Да, очень шаткий, да, согласен. Хорошо. Да. Хорошо, спасибо, Лев. Значит, продолжаем. Значит, если традиционная, да, история, то есть история начала, берущая в исторической школе фон Ранке, ориентируется на вот это всеобщее суждение, соответственно, предполагает познающего субъекта, главное, результатом деятельности историка должно стать некое когнитивное знание, то тогда какую альтернативу, собственно, предлагает вот этот нарративный подход к истории. Место вот этого универсального познающего субъекта на первое место выходит фигура отдельного историка. И представители этой традиции обращают внимание на то, что вот какой-то такой безличная правильная история существует только в школьных учебниках. Ну, где вот там уже сразу написано, что было правильно, как, что, зачем шло, а все такие мощные концепции, они всегда идут за неким авторством. То есть перед нами всегда есть позиция, обязательно выраженная позиция историка. Если, вот, кстати говоря, когда мы касаемся темы французской революции, то вот Лев здесь упоминал Карлиля, да? Это фундаментальный труд, на который до сих пор ссылаются, к которому отсылаются. Все знают, что вот это проект французской революции за авторством такого-то ученого. Точно так же, когда говорят о французской революции Мишле. То есть я к чему, что в этой традиции, ну и на самом деле в исторической традиции, то есть в смысле в исторической науке как таковой тоже не всегда камильфо бросаться там именно там, просто термином французской революции, а обязательно уточнить, какой конкретно версии, чьей версии вы придерживаетесь. Извините, Мишле и Тьерри – это уже синтез определенный романтизма и просвещения, либерализма. Соглашусь. Так вот, Все систематизируется. Профессия. А Лиля пытается все разрушиться. Неправда. так вот, то есть перед нами не история России, там, Беларуси или чего-нибудь. Перед нами проект истории Соловьева, проект истории Ключевского и так далее. И в этом смысле мы оцениваем эти произведения не столько с позиции, как это было на самом деле, а с позиции того, как историк сумел преподать это прошлое. То есть как он сумел организовать тот самый исторический опыт и его транслировать. Правда, тут уже в меньшей степени речь идет об эмпатии. И это тоже такой очень важный момент, я буду говорить о нем чуть позже. Пока вот отметим, что здесь на первый план выходит именно способность историка организовывать исторические сущности. А вот уже на основе какого метода, это уже, ну, то есть посредством чего, это уже как бы
вторая вещь. И отсюда возникает очень серьезный вопрос, какова связь между языком, то бишь нарративом, да, и реальностью. Ведь в истории как науке, собственно, речь обычно идет о том, что мы, в общем, эту реальность реконструируем. То есть пусть она и не дана нам непосредственно, но мы можем ее с высокой долей достоверности реконструировать. Правда, те, кто был в субботу, помнят, что сказал Араханский по селедку, да, то есть это как бы тоже такой очень важный, очень серьезный момент. А мы с вами тоже сразу себе еще вот какую вещь как бы помечаем, что здесь речь, естественно, идет о нарративе, да, и в самом начале, буквально там, первой фразой нашего курса я говорила, что история понимается как письменная история. Ну и в этом смысле можно там говорить об историографии, спекулятивной философии истории и критической философии истории. То есть история есть нечто сказанное, а самое главное, написанное и зафиксированное. А памятники здесь нет, то есть это А вот если говорить о том, что, то есть как бы следующий вот момент, который мы после нарративной истории будем говорить, может ли история быть дана не как нарративная? Поскольку, в общем-то, то, что можно назвать там классической, привычной... Ну, вопрос. До тех пор, пока иероглифы, ну, египетские все эти замечательные вещи не были расшифрованы, это тоже была история. Но еще не прочитана. Как только мы ее прочитали, она стала... То есть вот здесь логика получается. Когда мы разгадали, а это произошло совсем недавно, француз это сделал там, то, получается, появилась история. Ну, буквально. С натягом, да, но у нас же были косвенные источники по Египту, поэтому... Косвенные источники это были другие тексты, но я говорю, самого текста египетского не существовало. Иначе не существовало никакой египетской истории, за исключением, как это называется, источниковой базы других интерпретаторов. Ну, не совсем. Тут, понимаете, вот эта вот косвенная база других интерпретаторов эту самую историю и составляла. То есть здесь другая, вот сейчас я опять буду возвращаться к понятиям, которые упоминала в прошлый раз, понятие, помните, инфраструктура и надстройка, superstructure. Вот что меняется в истории и что, собственно, составляет ее нарратив. Ну, вообще, да, то есть вопрос о том, в какой момент начинается история, может ли она быть только дана, представлена как нарратив, то есть вот пока... То, что мы говорим, то есть, что история от фон Ранке, что нарративная история, то есть, это в первую очередь о том, что написано, да? То есть она так или иначе представлена как текст. Может ли она быть представлена как нечто другое? Сейчас есть, допустим, проект устной истории и так далее, то, что принципиально как бы не зафиксировано, да? Является ли это историей? И вот сейчас, когда я... Хотя, если вспомнить про вот эту степень эмпатии, да, как бы если усиливать там степень, возможность понимания, то как раз устная история вообще лучше. Да, гораздо больше. Самое прикольное, согласно логике, если мы с вами напишем об устной истории, то она уже существует как история. Вот и все. Я хочу два слова по поводу нарративизации сказать. Если можно, два слова. Два слова, да. Прошу. Значит, нарративизация во второй половине 20 века подвергается практически все гуманитарные общественные дисциплины. Возьмите, например, социологию. Совершенно существует огромный разрыв между, скажем, социологией Лумана и социологией Ральфа Дарендорфа. Это совершенно разные, расходящиеся, так сказать, они не имеют между собой никаких связей даже. Понимаете? И это очень тревожно, потому что наука всегда строится на стремлении открыть определенную истину, историческую, социологическую, социальную и так далее и тому подобное. Вот эта нарративизация – это факт, безусловно. Поэтому изучение нарративов – это важное направление, безусловно. Безусловно. Да, вот мы сейчас будем говорить о том, может ли, вот тоже такой очень важный момент, может ли история не быть наукой, но в то же время предоставлять, как бы приносить пользу, да? Может ли за ней стоять какая-то своя, правда, не истина в каком объективистском понимании слова, а некая там, что она в таком случае дает? То есть если история не является наукой, не дает нам когнитивного знания, что она в таком случае дает? То есть вот как на этот вопрос отвечает нарративная философия истории?
То есть, собственно, как бы классическая история бы здесь сказала, нет ничего. Собственно, если, ну, как бы, если эта дисциплина не дает знания, она наукой не является, и, в общем-то, ее нужно, ну, в общем, как, не знаю, с какой-нибудь гомеопатией или еще чем-нибудь, в общем, то есть отнести там к альтернативной или еще к какому-нибудь там корпусу и вынести ее за скобки. Так вот, перед тем, как Лев сделал комментарий, я говорила, что вопрос о связи, принципиальный вопрос, это о связи между языком, то есть нарративом, то, что мы говорим, и реальностью, то, о чем мы говорим. Так вот, с точки зрения вот этой нарративистской философии истории, такая связь не может быть установлена принципиально. Именно потому, что мы с прошлым, как таковым, никогда не имеем дела. Мы всегда имеем дело с неким нарративом историка. Причем эта проблема только с точки зрения науки. С точки зрения самой истории эта проблемой не является. То есть, если задача ученых прийти к консенсусу по поводу какого-либо вопроса, ну вот как недавно пришли наконец к консенсусу по поводу вопросов там, с бозоном Хиггса, допустим, или открыли давняя такая проблема, сколько там, чуть не 100 лет ей, да, гравитационные волны. То есть это было дискутабельно, наконец появились довольно четкие данные, как бы факт установлен, теория подтверждена, пошли дальше. То есть здесь как бы эвристика таким образом достигается, то в истории все совершенно не так обстоит. То есть если у нас есть только один нарратив, я, по-моему, в прошлый раз говорила, у нас нет вообще никакой картины. Поскольку здесь картина как бы стереоскопична, ну или скульптурна, да? То есть если мы видим скульптуру только с одной какой-то плоскости, мы ее не видим как таковую. Нам нужно множество ракурсов, и эти ракурсы как раз это все иные интерпретации, то есть иные нарративы. И история, почему здесь я упоминала слово метафора, да, наверное, ностальгии мы так сегодня, ну ладно, не важно. Потому что история это способ показать на нечто другое через что-то другое. Что такое метафора? Это когда мы на что-то указываем через другое. Вот, собственно, то же самое происходит и в создании нарратива. Мы всегда описываем прошлое через что-то другое. Через свой опыт, через систему концепций, точнее концептов, принятых на данный момент времени, или еще через что-то. Причем сама вот эта неопределенность относительно того, были ли какие-то исторические события, стоит ли за тем или иным нарративом некая там истина, конечная правда или нет, эта неопределенность есть условие самой возможности современной историографии. Так вот, если... И это получается, что тогда нарратив обладает собственной субстанциональностью. Что это означает? Что этот нарратив делает как бы существующим, то есть мы как бы верим в тот мир, который описывает тот или иной историк. То есть тот мир, который описывает в своей концепции французской революции Карла, он совершенно не тождествен тому миру французской революции, который описывает Мишле. Это не значит, что какой-то из них лучше, какой-то из них хуже. Эквивалентность нарративов. Да, да, можно так сказать, в принципе. И каждый из к каждому из этих нарративов можно относиться как к реальности. Ну, что-то близко к тому, как вот кто-то там в миры Гарри Поттера верит, еще что-нибудь, там, в параллельные вселенные, еще что-нибудь. То же самое, ну, точнее, сходное происходит и с этими нарративами. То есть не имеет смысла вообще устанавливать, какой из них там... Мы можем, в принципе, аналитически установить, какой из них первичен. Но какой из них более истинный, это уже этот вопрос, который не имеет смысла в рамках этой концепции, абсолютно избыточен. Так вот, если нарратив обладает собственной субстанциональностью, тогда он есть некая вещь. То есть, как бы нарратив обладает собственным бытием, да? Тогда он есть некая вещь. А между вещами невозможны эпистемологические связи. Между вещами связи онтологические. И тогда получается... Простите. То есть, как бы, эпистемологические связи есть между вещами и языком.
Между самими вещами их не существует. И тогда получается, что, собственно, невозможно когнитивное, опять же, невозможно когнитивное знание относительно исторических событий. То есть вот само понятие исторический факт становится, в общем-то, бессмысленным, пустым понятием. Но тогда что делает историю, ну или историографию, там, в западной традиции, так принято называть, это в данном случае совершенно несущественно, полезным занятием. То есть если мы, опять же, не можем сказать, то есть если там вообще не применим вопрос, было ли это на самом деле, если пустой вопрос, что из этого есть истина, что тогда делает ее полезным занятием? В чем ценность тогда истории, в чем она заключается? Тут сделаю опять же лирическое отступление, что кроме вот этого как бы нарративистского подхода, спасибо большое, схожую позицию занимает конструктивизм. Были такие граждане, Майкл Оукшот и Голдсмит, не помню, как его уже звали, неважно. Они вот как раз говорят о том, что мы имеем, опять же, дело только со следами прошлого, и все наше историческое знание – это, по сути дела, конструкции. Причем, заметьте, что важно не реконструкции, поскольку реконструкция предполагает, что нечто было, разрушилось, а мы его собрали. Ну и, соответственно, можно ставить вопрос об адекватности нашей сборки, да, но не ставить под сомнение то, что это было на самом деле. Но в данном случае мы имеем дело только с историческими конструкциями, только исключительно. А что собой тогда представляет историческое знание, которому уже, если брать его предысторию, в общем, не одно тысячелетие, оно включает в себя инфраструктуру и настройку, superstructure. Под инфраструктурой мы понимаем совокупность методов и приемов выстраивания знания от ознакомления с историческими документами, собственно, до формирования этой самой настройки, то есть нарратива. То есть инфраструктура – это все те способы, методы, источники, базы данных и так далее, которые используются историком для создания проекта истории. Неважно, что он описывает, там, создание жестяного ведра в 17 веке, или он описывает всеобщую историю с древнейших времен до наших дней. И, собственно, как бы именно вот эта вот инфраструктура и замещает на сегодняшний день ту эмпатию. То есть эмпатия – это как бы то, посредством чего мы воспринимаем исторический опыт. Да? Что его замещает? То есть эмпатия – это не интерсубъективно. Что же тогда приходит на смену этой эмпатии? За счет чего достигается, в общем-то, признание того или иного исторического нарратива? За счет использования инфраструктуры. Очень на самом деле нетривиальная, дельная мысль. Посмотрите, обратите внимание, как там составляются, пишутся современные диссертации по гуманитарным наукам. То есть какие критерии в первую очередь нужно соблюсти? Да? То есть какие источники вы привлекаете, насколько это актуально и т.д. и т.п. То есть как раз вот эта инфраструктура, вот эта вот вся база подготовительная и является как бы способом, является той особой дисциплинаризацией, тем способом, за счет которого происходит интерсубъективность. То есть другие историки или там, специалисты других областей посредством изучения вашей инфраструктуры могут делать вывод о корректности вашего исследования. То есть вопрос на самом деле не в том, правильно ли вы сказали, а правильным ли вы способом осуществили свое исследование. И в этом смысле, то есть можно говорить там об объективности, да, подхода, но нельзя оценивать сам нарратив. То есть ту саму концепцию, которую вы выстраиваете. И, соответственно, претензии основные как раз в области инфраструктуры и оказываются. То есть именно инфраструктура, а не соответствие какой-то несуществующей на сегодняшний день реальности, служит основой для принятия решения относительности приемлемости тех историографических конструкций, которые вы в итоге как бы выстраиваете.
И в этом смысле как бы можно сравнивать нарративы между собой, ну, опять же, не отдавая там, не сравнивая как раз нарративную составляющую, да, а только вот эту. Однако, что в этом самом нарративе историка позволяет нам как бы продвинуться в постижении истории? То есть за счет чего происходит превращение, если не знания, то вот нашего понимания истории. История, если, опять же, не является наукой, то не может производить когнитивного знания, но она может выдвигать предложения. Именно предложение, представление определенное. Ну, а предложение выражается в форме демонстрации. То есть в нарративе нам прошлое как-то демонстрируется, экспонируется, показывается. И мы можем его воспринимать, постигать и как раз переживать с точки зрения того самого исторического опыта. А поскольку здесь нет вот этого как бы критерия выдвижения, выведения когнитивного знания, то, соответственно, мы опять же можем вернуться как бы круг проделок к тому понятию эмпатии. И, соответственно, вот к этой демонстрации, к этому предложению мы можем уже относиться как бы эмоционально, не только чисто когнитивно. Так, я делаю логическую паузу для того, чтобы вы могли расправить мозг и задать вопросы, если они возникли. У меня возник вопрос. В принципе, сейчас разговор свелся к природе вообще любого гуманитарного знания, как нарративной составляющей. То есть фактически мы здесь употребляем слово «история», но это история каких-то других, любых гуманитарных наук. Вот. И в принципе получается, что мы сегодня уже не говорим об истории как о науке, а мы говорим о методах вообще возможного гуманитарного знания. Правильно я понимаю? Это вы об этом говорите. Нет, ну я задаю вопрос, я не говорю, я не утверждаю, я говорю, не стоит ли так понимать, Лев, подправьте Ни меня. в коем случае, потому что гуманитарное знание многоликое, и превращение гуманитарного знания в 20 веке порой шло вопреки различным философским расходящимся представлениям и так далее. Я не об этом. О чем? Я о конкретно происходящем в этом кабинете, а не в Кроме того, историческом я думаю, контексте. что многие историки тоже несколько дернулись, когда им сказали, что это знание сугубо гуманитарное. Да? Все-таки вот есть как бы гуманитарное, но скорее там всякое искусствоведение и т.д. и т.п. То есть тут тоже... Все искусствоведение зиждется на истории. Природа одна и та же. Так, хорошо, в чем вопрос, Эдуард? Вы мне ответили, что нет. Собственно говоря, я так долго задавал вопрос, а ответ послужил окончательно и бесповоротно. Нет. Я понял. Когнитивную составляющую. Вообще нарративный подход очень, так сказать, близок к массовому сознанию. Почему? Потому что в массовом сознании сложилось отношение к истории как к туристическому путешествию. Понимаете? Значит, путешественник, турист, он не разбирается в том, правду ему показывают или нет. Он хочет иметь впечатление от того или иного артефакта. И поэтому нарративный подход, его с разных позиций, конечно, критикуют, он другие школы, другие направления. Значит, он фактически соответствует вот этому туристическому направлению в истории и не вдается в то богатство методологии, которое в 20 веке в связи с систематизацией знаний, лучше я понял. архивного дела развития, лингвистических методов для определения, так сказать, этнических процессов и так далее, решены очень многие проблемы не нарративным способом. Например, возьмите гунскую проблему, их происхождения, их движения и так далее.
огромное достижение науки 20 века. А нарративный подход с его туристическим, так сказать, пафосом, он фактически, значит, предполагает именно эквивалентность нарративу. Один там думает, что гунны, значит, резко отрицают там и так далее. Так в научном сообществе не работают. Почему? Научное сообщество, здесь выброшен очень важный момент, момент научной критики. Как только вы высовываетесь с каким-то нарративом, который, значит, и по своей инфраструктуре, и по своим, так сказать, ну что ли, по своей даже мифологии и так далее, он не соответствует вот этому базису, значит, в соединении анализа письменных источников, который сложился, значит, соединение археологических данных и методологии, которая позволяет преодолеть субъективные идеологические искажения, сразу же начинается резкая критика. И научное сообщество принимает эту критику и идет дальше. Вот, поэтому наука в 20 веке, она, историческая наука, она сделала громадные успехи в тех областях, которые ранее были. Вот сравните, например, Гиббона с его гибелью Римской империи, так сказать, что христианство виновато, значит, основная концепция христианства. Современная наука показала вот эту деградацию Римской империи по огромному количеству факторов и параметров. Она вскрыла такие глубины, в том числе и в повседневной жизни, понимаете? А нарративный подход, он исключительно, значит, настаивает на том, что там один историк, один нарратив, другой, нет вот этого, значит, согласования, нет вот этого научной критики. То есть отсутствует именно, но очень популярен. Почему? Потому что действительно, входя в постмодерную эпоху, масса вот этих потребителей исторических знаний, она давит и на социологов, и на историков, и она вынуждает их к постмодернистскому подходу, то есть к тому, чтобы фактически наука, собственно, не важна. Мне важно, говорит человек массы, получить впечатление от истории. Давайте я вас уже остановлю, спасибо. Вот тот момент, когда не могу никак согласиться, хотя бы потому, что нарративный подход к философии истории на самом деле один из самых сложных. Он предполагает знание просто неимоверного количества областей. Это и теория языка, и, собственно, история. Он совершенно не чужд научной критики абсолютной. Когда я говорила об инфраструктуре, специально говорила, да, почему вот это то есть вопрос нарратива, вопрос инфраструктуры. Нарративная концепция философии истории исходит из того предположения, что, в общем-то, собственно, традиционная история на инфраструктуре, на анализе инфраструктуры и останавливается, не понимая, что точно так же создает некий нарратив и не анализирует его. Хейден Уайт, которого вы упоминали, не помню, сегодня или в субботу, как раз это прекрасно проанализировал и показал, что то, что нам казалось беспристрастной подачей фактов, есть опять же некий нарратив. И мы обязаны, для пущей объективности на самом деле, мы обязаны это учитывать. То есть это позиция, которая, ну, скорее требует идти в анализе и в критичности до конца. Итак, чуть возвращаясь, да, Хейден Уайт, метаистория, главное его произведение, ну, чтобы мысль закончить, да. Итак, если то есть мы с вами пришли к выводу, что нарративная философия истории предлагает работать не с историческими фактами, не с когнитивным знанием, а с некими предложениями, которые не могут быть по своей природе ни истинными, ни ложными и вообще даже не утверждая, что они являются реальностью, хотя этой реальностью инспирированы. Это тоже очень важный момент, что как бы сам факт их существования, сами эти конструкции инспирированы реальностью. Именно поэтому мы говорим о них как об человеческой истории.
а не о там, фэнтези или еще о чем бы то ни было, да, потому что здесь как бы действительно есть такие очень тонкие субъективные вещи, которые могут куда-то там расползтись. Так вот, эти предложения есть средства демонстрации исторической реальности. На больше они не претендуют, ну и на меньше, в общем-то, тоже. Следствием как бы всего этого становится то, что когнитивное знание, собственно, научное знание предполагает, наличие взаимозаменяемого субъекта. То есть наука, как вы помните, принципиальнейший момент, да, что от того, кто является субъектом науки, если это дисциплинарно подготовленный субъект, то наши результаты не зависят от того, кто проводит эксперимент. Собственно, во многом экспериментальное естествознание на вот вынесении за скобки всей этой субъективности основывается. То здесь это самая субъективность, то есть в предложении, с которым имеет дело нарративная философия истории, с предложениями всегда связаны выдвинувшие их историки. То есть это нарратив кого-то конкретного. Если мы обратимся к нашим реалиям, то в качестве такого нарратива вполне могу вспомнить старожитную Беларусь Ермоловича. Да? Историки потом нарыли там несметное количество ошибок и так далее, но во многом вот это вот, как бы мы к этому относимся как к нарративу, как к представлению о некой реальности, то есть произведение было инспирировано некой реальностью. То есть на сегодняшний день уже, видимо, не имеет смысла даже говорить о том, насколько там истинно или ложно там то, что он использовал, а вот сам факт демонстрации некой исторической реальности уже позволяет нам как бы оценивать этот нарратив крайне положительно. Но это националистическая мифология, Нет. которая принесла, тем не менее... Это структура, которая осталась работать. Не, ну не важно, на самом деле мы сейчас говорим разными языками об одном и том же. Совершенно правильно. Это функционал, который работает. Вот и все. Да, то, о чем мы говорим. Это мы сейчас находим. Структура, инструментарий остался. Ошибки выправлены. Все нормально. Это не ошибка, это миф. Но и самое главное, что касается этого самого, ну не самое главное, а один из важных моментов, что касается вот этого предложения, с демонстрацией, с которой работает нарративная философия и история, что они поддаются рациональному обсуждению. Вот это архиважный момент. Это вот то, что я сказала, когда про инфраструктуру мы с вами рассуждали, что это совершенно не там, мистическое откровение, не религиозное знание, не сектантство. Да? Ну просто версия. Версия, которую можно критиковать. Да, которая именно, это принципиальная позиция, это то, что рационально Это обсуждается. современная история, это нормально. Спасибо, Эдуард. Но каким образом происходит тогда вообще формирование нарративов и какие здесь проблемы возникают? На определенном этапе эти предложения или демонстрации становятся вещью. Это когда, ну вот, какие-нибудь там термины взять, не знаю, там восстание Хугайбынов, да, холодная война, французская революция, там, не знаю, римские гладиаторы, любое там, событие или явление, которое мы знаем, сначала оно конструируется, задается в неком нарративе, потом, естественно, эти нарративы сжимаются, и мы уже нечто как бы антологизируем, начинаем воспринимать это нечто как историческую данность, мы это начинаем воспринимать как факт. И в рамках определенной конфигурации исторического знания, как бы в кавычках, да, совокупности исторических демонстраций, если говорить в рамках теории нарративной философии и истории, у нас происходит, соответственно, временами как бы смена вот этой описи реальности. Не случайно Фуко говорил, что каждая эпоха имеет свой инвентарный перечень вещей. И со сменой вот этой вот как бы эпистемы меняется наше представление о том, что, какие вещи образовывали эту самую историческую реальность. Ну и, соответственно, что у нас сейчас остается.
Нельзя сказать, что это огульное отрицание или там тотальный релятивизм. Как бы происходит смена оптики. Как, за счет чего, почему, это как бы отдельные большие вопросы и, опять же, не бесспорные. С чем тогда можно сравнить вот эту философию истории нарративного плана с современным искусством? Ведь в искусстве мы же тоже не задаемся вопросом, насколько истинно то, что изображено на той или иной картине. Еще задаемся. Ну, это уже вопрос к тому, кто задается, да? Вот сидит человек, который обязательно задаст вопрос. Ну, пожалуйста. Ну, это как бы одна из версий. То есть мы изначально понимаем, что это не есть экспертная позиция, да? Более того, мы вообще даже не задаемся вопросом, насколько то, что изображено на картине, отражает действительность. В этом смысле мы должны были, если мы действительно так бы подходили к искусству, мы должны были сказать, что автопортрет Рембрандта больше похож на картины Энди Уорхола. Почему? Ну и там холст, краски. То есть если бы мы с позиции как бы анализа реальности подходили, то они бы были гораздо больше похожи друг на друга, чем на холст похож на человека. То есть здесь есть разные как бы способы представления реальности. То же самое демонстрирует, то же самое происходит и с историческими презентациями, с историческими демонстрациями. То есть здесь работает все та же специфика метафоры. Мы через одно указываем на другое. И точно так же способны понять, не претендуя, опять же, на истину, объективность и так далее, и так далее. То есть не используя эти все слова. И точно так же, как в современном искусстве возникает вопрос, где начинается это искусство. Я Уорхола вспомнила не случайно, помните, у него там масса интереснейших работ, например, «Коробка из-под мыла». Да? То есть где, собственно, объект искусства? Когда эти коробки валяются на складе, когда они разложены в выставочном зале, когда на них смотрит эксперт, когда на них просто смотрит зритель, когда они сфотографированы, растиражированы. В какой момент это становится произведением искусства? Точно так же и с вопросом об историческом знании и его презентации. Простите, версия слова репрезентация, она здесь совершенно неуместна. В какой момент как бы этот нарратив начинает претендовать на реальность, в какой момент он инспирирует иные нарративы и как они между собой сообразуются. И ключевым здесь, понятное дело, становится как бы фигура даже не автора, а фигура реципиента. Кто воспринимает этот самый нарратив и в ком он продолжает жить. И вот этот вот вопрос о том, на кого направлен нарратив и как он воспроизводится, становится как бы одним из ключевых. Как бы следующая логическая пауза, комментарии, соображения, опровержения, вопросы. Может, все-таки тут не стоит забывать о том, что по сравнению все-таки с областью искусства, история изначальная, если вспомнить ту эпоху, когда формировались в университетах эти кафедры по истории первой книги, вот эта вот классическая история, она политизирована. И она касается обязательно... Но она этатистская, да? А? Этатистская. Да, она касается тех государств, она политическая, и она используется идеологическими теми, кто на данный момент стремится к власти или находится у власти, в отличие все-таки от сферы искусства. Хотя понятно, что и там везде в какой-то степени политические эти моменты присутствуют, но история, все-таки в классическом понимании истории, она политизирована. И идеологизирована. Идеологизирована. Да, безусловно, но история будем рассуждать, когда о том же Валерстайне он как бы однозначно эту мысль продвигает, то есть как бы этатистские версии истории, всеобщей истории, то есть когда мы будем эти термины разбирать, мы об этом будем говорить. Но сейчас просто речь идет о том, возможно ли действительно такие подходы к истории, которые бы одновременно давали некое приращение, давали бы некую новизну в этом знании, и в то же время не были бы политическими и касались каждого человека, то есть опирались на историческом опыте. Вот нарративная концепция истории считает, что такой вариант предлагает. Он действительно эксплуатирует понятие исторического опыта. Это достигается за счет альтернативных или дополняющих репрезентаций. Эти
репрезентации могут быть, они индивидуализированы за счет фигуры автора, историка, и в то же время они как бы рационально оспариваемы. То есть они, в общем-то, критерии научности не нарушают. И в этом смысле довольно такой как бы интересный проект, но тут опять же нужно учитывать несколько моментов, если так как бы несколько критических замечаний к этому как бы проекту выдвигать, это то, что действительно получается мы имеем дело только с письменной историей. На сегодняшний день это очень-очень маленький период. История, вот, как Лев говорил, действительно за 20 век очень сильно раздвинулась, просто безумно. И большая часть этой истории это как раз то, что с письменными источниками вообще никак не связано. То, что мы привыкли там, называть древние истории, допустим. Там. И с другой стороны, это целое поле исследований, связано там, с проектами устной истории там, и так далее, что опять же тоже там, не фиксировалось. Это всевозможные версии как бы не антропоцентричных историй, да, ну, допустим, сама идея глобальной истории, да, то есть ну-ка там от истории Вселенной, там истории динозавров, там и так далее, то есть то, что без человека, оно тоже тогда никаким образом, то есть не может быть рассмотрено этой самой нарративной историей. Ну и еще такой момент это то, что связано даже не с самими как бы, традициями, вот этими татистскими традициями политической истории, это вопрос о том, насколько применимы те критерии, методы наработки нарративной истории, ну и вообще нарративистов, ну, в широком смысле, да, как бы и структуралистов в том числе, насколько это все применимо не только к европейской, ну, к европейской, к западной, да, лучше так сказать, западной, насколько это применимо не только к западной традиции. Поскольку они многократно подчеркивают вот эту вот как бы проблему влияния там, ментальности и т.д. и т.п. на нарратив и т.д., можем ли мы эти же критерии, в общем-то, ну как бы очевидно, что не можем, да, применять на все иные традиции, там, на китайскую, индийскую и так далее. И тогда получается такое довольно сильное внутреннее ограничение. И это несколько патовая ситуация, потому что сказать, что ну, это надо применять с поправкой на местные колориты, это вы там сами вот у себя, туземцы, взраститесь до такого понимания, это как бы тот же самый европоцентризм, только так слегка зашифрован. Ну, как раз тут следующее должны быть постколониальные исследования, да, они вот как раз очень в тему ложатся. И в этом смысле, несмотря на очень как бы интересные такие перспективные моменты, альтернативные, как бы, принятые. И здесь как бы, с прикладной точки зрения очень много таких интересных моментов, которые могут быть реализованы, вот, которые касаются этого проекта нарративной философии истории. Вместе с тем здесь есть довольно серьезные как бы, внутренние ограничения. Я уж не говорю о целой массе таких как бы, теоретических моментов, которые тоже как бы, можно ставить под сомнение. Это там критика, связанная, ну, точнее, инспирированная, там, допустим, английской аналитической традицией, там, связана с развлечением там, всеобщего единичного суждения. Я сегодня уже в это просто не уходил, это довольно такие специфические вещи. Ну, вот касательно того самого субъекта, да, кто как бы что есть, собственно, знание и развлечение того, что есть знание само по себе и что есть знание о. И, соответственно, мы можем говорить о том, что неправильно там, говорить о когнитивном знании с точки зрения истины как таковой, но это не исключает когнитивного знания о реальности. Там, как бы свои такие развлечения. Тут тоже очень много нюансов. Мне казалось, что вот именно та выстроенная инфраструктура, она как раз-таки позволяет перейти границы языковые народов, в этой народов, и как раз-таки сделать универсальным пониманием. И прийти к абсолютному знанию. Ну вот Снежана затронула очень важные... Одну секунду, можно я вот последнюю уже фразу договорю, и мы на этом, а то у меня будет вырвано несколько из контекста. Да. Так вот, завершая, в общем-то, эту вот идею развлечения между историей как наукой и историей как нарративом, можно было бы сказать, что наука сообщает нам нечто о свойствах вещей, а история придает нашим восприятиям некое единство, которое необходимо для распознавания типов вещей. И вот это вот единство
способность к единству, распознаванию вещей и выступает, в общем-то, той сверхзадачей, которую ставит перед собой нарративная философия истории. Вот тут я делаю хордовалическую паузу, еще раз как бы вопросы. И получается какая-то история истории. Конечно, Ну да, потому что история, историческая наука тоже исторична. Она привязана к определенным эпохам. Естественно. Вот тут... То есть есть даже историография историографии. Я этот дурацкий вопрос на первой лекции задал, потому что, в общем-то, историзм, историцизм, как его правильно называют, вообще присущ любой науке, да? Нет, И каждый из историцизм них, это карикатурный историзм. скажем, работает с определенным нарративом, но только методы, функционал совершенно различный. И никакого отношения к, ну скажем так, к истории как самостоятельной дисциплине не имеет. Если мы историю приводим к какому-то нарративу, то возникает нарратив в какой области? Потому что, по большому счету, как берем французская революция, гладиаторы и так далее, это не есть некая универсальная история, это всегда ну, частность. Я, честно говоря, у меня уже голова пухнет. Я не могу соединить эти частности. Нет, я, кстати, сейчас лью воду на вашем мнении. Да, молодец. Значит, два слова о политизации истории. Политика отдельная наука. Нам очень близко, значит, вот то, что происходит на постсоветском пространстве. Вот Снежана затронула вопрос политизации, это очень важно. На постсоветском пространстве, начиная с перестройки, а в какой-то степени даже и раньше, происходит информационная война между официозной историей и историей альтернативной, демократической, либеральной. Вот. Эта информационная война принимает зачастую такие очень грозные формы и имеет тоже свои периоды. Период перестройки так называемых лихих 90-х все время побеждала и распространялась история альтернативная, которая смотрела правде в глаза, которая показывала историю Советского Союза. История не может быть правдой. Советского... Вот именно правда. На самом деле, вот мы в конце... Показывала... Да. Лев Сказала, Да. не может признать Мы в всеми конце нашей историками, лекции, правды нет. в конце лекции придем к выводу, что вот нарративная история не выгодна на самом деле никому на земном шаре. Значит, она пока смотрела правде в глаза, показывала, какие ужасы, значит, сопровождали всю советскую историю, какие колоссальные жертвы, как были выиграны эти войны и так далее. Да. Ну, ладно. Остановимся. Да, давайте на сегодня следующего остановимся, раза. просто Да, до следующего раза. Так, значит, хорошо, тогда на сегодня заканчиваем. В следующий раз мы еще немножечко поговорим об этом проекте, потому что о понятиях ностальгии и метафоре мы сказали не так много, и я на этом еще немножко остановлюсь. И поговорим о том, что такое тотальная история, и, если успеем, что такое публичная история и места памяти. Тоже очень интересные две темы. Я надеюсь, мы их немножко затронем. На этом тогда сегодня все. Спасибо.